Вначале хотел бы вкратце остановиться на основных аспектах внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики в первой половине 2018 года. В целом продолжено укрепление всестороннего сотрудничества и взаимодействия со странами Центральной Азии, стратегическими нашими партнерами на западном и восточном направлениях, в том числе с арабскими странами. Активная работа велась в рамках международных и региональных организаций по вопросам обеспечения безопасности и развития. В первом полугодии проведено более 40 визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, в рамках которых были подписаны 28 двусторонних и 113 многосторонних международных документов. К числу наиболее важных мероприятий относятся государственные, официальные и рабочие визиты главы нашего государства в Российскую Федерацию, Китай, Турцию, Казахстан, Таджикистан, институты Европейского Союза в Брюсселе, которые придали дальнейший импульс развитию и укреплению наших отношений. В первом полугодии были проведены 4 заседания межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем, Таджикистаном, Германией и впервые с Кувейтом. Было проведено 7 межмитовских консультаций, в том числе впервые с Объединенными Арабскими Эмиратами, Катаром, Палестиной и Канадой. В позитивном ключе развиваются отношения со всеми странами Центральной Азии. Приоритетными направлениями по-прежнему остается продвижение вопросов юридического оформления кыргызско-узбекской и кыргызско-таджикской государственной границы с учетом национальных интересов Кыргызской Республики. Важным импульсом для регионального сотрудничества послужила состоявшаяся 15 марта в городе Астане первая за долгие годы встреча глав государств Центральной Азии, в ходе которой были рассмотрены приоритетные вопросы региональной повестки дня. В рамках реализации договоренностей глав государств Центральной Азии в конце этой недели, 20-22 июля, в Кыргызстане, в Чолпанате, нами проводится встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии, где стоит задача обменяться мнениями и обсудить практические пути дальнейшего укрепления и упрочения взаимоотношений во всех сферах между странами Центральноазиатского региона. По вопросам защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом, эти направления являются приоритетными в деятельности нашего министерства. В количественном отношении министерством и нашими загранучреждениями за первую половину 2018 года было оказано свыше 72 тысяч консульских услуг. По итогам проведенных переговоров на всех уровнях с российской стороной из так называемого черного списка дополнительно было выведено 7 тысяч наших граждан. И эта работа у нас продолжается. На российском направлении наблюдается высокая динамика политических контактов и активизация взаимодействия в торгово-экономической сфере. Первая половина 2018 года также характеризуется высоким уровнем политического диалога между Кыргызстаном и Китаем. Важным результатом первого государственного визита президента Сооронбая Шайховича Джеймбекова 6-8 июня в Китай явился вывод наших двусторонних отношений на новый уровень всестороннего стратегического партнерства. Европейский Союз с декабря 2017 года по настоящее время было проведено 4 раунда переговоров по проекту нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС. Продолжается планомерная работа в данном направлении с учетом интересов и устойчивого развития Кыргызстана. Приоритетное значение имеет продвижение сотрудничества Кыргызстана со странами Среднего и Ближнего Востока. На повестке дня стоит задача диверсификации отношений с арабскими странами с целью выведения их на новый качественный уровень и привлечения инвестиций в нашу страну. 4 апреля в Тунисе было подписано грантовое соглашение между правительством Кыргызской Республики и Саудовским фондом развития на сумму около $4 миллионов для секторов здравоохранения и сельского хозяйства. В Циндао, кыргызской стороне, на 18-19 года перешло представительство в ШОС, что налагает на нашу страну большую ответственность за эффективное развитие дальнейшего взаимодействия в рамках данной влиятельной организации на предстоящий год и подготовку и проведение саммита ШОС в следующем году в Кыргызстане. Важнейшим компонентом работы МИДа и загранучреждений в текущем году является содействие проведению целого ряда мероприятий на международном уровне, посвященных 90-летию нашего великого
писателя Чингис Торекуловича Айтматова. В начале октября этого года впервые в Кыргызстане состоится заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, которое имеет важное значение для развития парламентской демократии в нашей стране. Конечно же, ключевыми задачами на ближайшие 2 месяца является всесторонняя подготовка и проведение на высоком уровне саммита ССТГ и 3-х Всемирных игр кочевников, которые состоятся в начале сентября.